Всю жизнь свою, как воин и поэт, служить народу выше счастья нет. Писал корифей абхазской литературы, поэт и ученый Дмитрий Гулия. Дмитрий Иосифович служит любимой Абхазии и после жизни и будет продолжать это делать. Ведь он просветитель, который подарил своему народу азбуку, литературу, первую газету и первый театр. Мероприятия, посвященные 150-летию основоположника абхазской литературы, начались с возложения цветов к памятнику Дмитрия Гулия. Первый во всем поэт, прозаик, просветитель, ученый. Такое название получила конференция, посвященная 150-летию Дмитрия Иосифовича. Перед началом мероприятия в Абхазском институте гуманитарных исследований при финансовой поддержке Минкульта открыли бюст великому сыну абхазского народа. Его автором стал скульптор Амиран Адлиба. Символично, что свой путь Дмитрий Гулия начинал в стенах Абиги. Сегодня учреждение носит его имя. Саском Хазигейтс Бахто, Атенхадох Зарнзежес, Хабсурглар Милатовна, Дмитрий Гулия, Евша Сбатера, и Ширдурович Санташек, Сергей Рейхенс, Ахцан. Ай, ихтыс тут за Хагизбандер, Снакум, Антенс, Гергерза, Хабсуа, Чахуз, Хаз, Хабсуа, Торух, Ркультура Дзирзгаз, Япна да, Шит, Ниваглаз, Шковича, Зарава, Яха, Аджаха, Абсныжла рейзера парламент ахцала. Еще давно хелой ехимия пусва конференция ялов зиги. Абсныжлар цейлаша. Абсныжлар поэт Дмитрий Иосифович Павлия Тиишти. Швини Джули Башукса. Ацрая скужлар бжараби, ацаарадыра практика конференция аратра. Дмитрий Гулия писал, что маленький народ может иметь большую литературу. И он сделал для этого все. Первую книгу на абхазском языке, пословицы и поговорки абхазов он издал в 1912 году на свои деньги. Дмитрий Гулия переводил на абхазские произведения Лермонтова, Пушкина и Чехова. Интересовался историей, этнографией. Роль Гулия в развитии абхазской культуры сложно переоценить. Он сам писал и стихи, и прозу. Переводил на абхазский язык Пушкина, Лермонтова, Чехова, составлял учебники и хрестоматии. Дмитрий Гулия по праву стал воплощением абхазского интеллигента для всех граждан страны, имевших счастье прикоснуться к его творческому и научному наследию. На творчество Гулия повлияли события, которые происходили с его народом и, в частности, с его семьей в XIX веке, переселение в Турцию. Все это он описал в поэме «Мой очаг» и во множестве стихотворений, самое известное из которых «Моя родина». В мемуарных произведениях Дмитрия Гулия факт возвращения на родину, точнее, кто этому поспособствовал, освещается по-разному. В воспоминаниях, написанных на абхазском языке, об этом сказано. В Батуми нам жилось неплохо, но отец все время искал возможность возвращения сюда. Там он встретил придворного владетеля Абхазии, они были хорошо знакомы, он нам очень сильно помог. Более того, он доставил нас в Абхазию. Кажется, этого придворного владетеля звали Куршут. Дмитрий Гулия учился грамоте у местного священника, а затем, благодаря настойчивости отца, поступил в Сухумскую горскую школу, куда брали лишь детей из богатых семей. Способного ученика сразу заметили. Мочеваряне сыграл в жизни Гулия большую роль. В частности, подал мальчику идею написать первый учебник по истории родного края «История Абхазии». Книга вышла в свет в 1925 году. В 1889-м 15-летний Гулия поступил в Закавказскую учительскую семинарию. Там он проучился 4 года, затем заболел тифом и был отчислен. В 1890-м Гулия начал работать над составлением абхазской азбуки, для чего усовершенствовал алфавит на основе кириллицы. Азбука, с автором которой был Мочеваряне, вышла в 1892 году, и абхазские дети получили возможность овладеть письменностью и учиться на родном языке. Однажды Гулия обратился к Мочеваряне с таким вопросом. Константин Дмитриевич, я давно хочу знать, можно ли писать по-абхазски. Я бы записал песни и сказки. В деревнях знают также очень много сказаний. Разговор происходил на квартире Мочеваряне. Тот молча подошел к книжному шкафу и извлек из него 2 книжки. «Вот», — сказал Мочеваряне, — «одна книжка с усларовским алфавитом,
а другая – Соломеевский букварь. Познакомься с ним на досуге, а потом мы снова вернемся к твоему вопросу. Они действительно вернулись к этому вопросу. Практическим результатом их совместной работы, как известно, стало издание второго по счету абхазского букваря. Дмитрий Гулия преподавал в абхазской и греческой школах, работал переводчиком. Он писал стихи и прозу, а еще интересовался историей. В мероприятиях, посвященных памяти основоположника абхазской литературы, принял участие правнук поэта Дмитрий Гулия. Сегодняшние события, которые еще несколько дней впереди будут проходить, это не уникальное, это показательные события того, какой является абхазский народ. Не важно, что происходит, да, надо говорить чуть кратче, чуть меньше думать, потому что экономить энергию все-таки в наше время полезно. Надо помнить, надо, чтобы в наших сердцах и в наших головах эта память никогда не угасала. Неважно о ком, о чем. Наши традиции, многие поколения нас согревают. И сегодняшнее событие, Ардем Дмитриевич, спасибо вам лично, спасибо всем, кто сегодня и несколько дней впереди будут участвовать, говорить, вспоминать, что-то новое исследовать. Тем, кто Дом музей Гулия изо дня в день поддерживает. Наша фамилия, наша семья безумно благодарна. И спасибо всему абхазскому народу, которой частью мы являемся и с которым вместе мы пройдем через все. В честь 150-летия со дня рождения основоположника абхазской письменности и литературы в республике запланированы и уже проведены ряд мероприятий. Международная конференция, посвященная памяти Дмитрия Гулия, завершится 19 декабря. В ней принимают участие поэты, писатели, ученые, а также гости из братских республик Северного Кавказа. В эти дни они будут говорить о творческом пути и детстве поэта. Состоятся выставки и торжественные заседания. Гугуца Вартани, Алексея Гухова, Абхазское телевидение.